И летом как-то раз мы с дядей Валерой поехали в маленький походик смотреть морожку, собирать. Все бы ничего, да, только с возрастом слух не улучшается. Вроде даже как-то наоборот. То бишь кричим, а мы друг друга не слышим. Так, Валерий Батькович потерялся. Ну, после того фильма пришла отдельная рекомендация. Купить рацию. Интересная и верная подсказка. Пришла с этим комментарием. В принципе, что и сделали. Поэтому цель этого похода двойная. Проверить, насколько пробивает. Меня заверили, что эта рация 2 километра должна взять. С этой антенной. Длиннее не нашлось. А вторая задача. Мы 29 августа последний раз ходили за грибами. Вообще ноль эмоций. Ну, штучно. Это было понедельник. А в субботу сказали, чуть не от тучей, это грибы повыскакивали. По крайней мере, местами. Ну, до кучи посмотрим, грибы как, появились или нет. Расстояние до Валерия Батьковича буду определять по карте смартфона. Ну что, сначала до речки дойдем. Благо тайга близко у нас. То бишь, Валерий Батькович у нас дома будет сидеть, а я отойду и посмотрю, как рация пробивает лес. Вода в реке поднялась, но вроде не особо. Надеюсь, мои короткие сапоги пройдут. Нормально. Ну что, Валерий Батькович, ты дома? Дома. Готов к переговорам по рации? А ты уже в лесу или дома пока? Я сейчас на берегу реки, которая около дома протекает. Сейчас я тебе первый дозвон там пошлю, а потом рацию включишь и постоянно включенным держи. Буду с разных расстояний тебе дозваниваться. Хорошо, с разных расстояний сколько держит, тоже узнаю. Да. Когда я тебе позвоню, мой голос ты точно услышишь. Да, то это ясно. Сразу включай и оставляй включенным. Ну, хорошо. Телефон можно подальше пока. Тут особого леса и нету. Между нами где-то метров 300. Ну как за 300 метров слышно? Валерий рацию включил? Рацию я сам не включил. Вот японский бог. Ничего, молодой. Научусь. Валерий, меня слышно? Нормально слышу. А я очень громко. Ну я захожу в лес. Ну, давай, буду ждать твоих звонков. Так, до кучи посмотрим в включенном состоянии, насколько он выдержит. Насколько хватит батареи. Ну, будем считать практически в лесу. Речка, пока. Идем туда. Достаточно густой ельник прошел. Выхожу на сосновый бор. Так, до Валериного балкона 574 метра. Валерий, как слышно? Валерий, как меня слышно? Да. Тебе звоню, вот сижу, тебе звоню. Звонок не проходит? Ну, голос должен быть. У тебя... Сейчас я снова позвоню по рации. Как меня слышно? Сейчас нормально, и лампочка зеленая загорелась. А у тебя рация включена была, да? Да, рация была включена. Честно сказать, не знаю, что делать пока. Так, ну что, дальше пойдешь или как? Дальше схожу. Хорошо, ждать буду. Так. Я кнопку нажал, у меня вроде пошло, а у него не пошло. Ладно, потом еще раз проверим. Ну ладно, идем дальше. Так. Ну это старье. Старые грибы. Так, ну что, один хоть грибулюльчик попадет мне? Старье. Валерий, прием. Нормально тебя слышу. Я сейчас сделал все так же, как в прошлый раз. У меня лежала на
на диване, сейчас положу на диван, ты позвони. Ну как на диване слышно? Нормально тоже, лампочка загорелась и тебя слышно. Ясно. Короче, я сейчас в густом еловом лесу за 780 метров. Я на всякий случай просто позвонил. Мы пойдем дальше. Грибы либо старые, либо поганки встречаются. Попал в дождик. Вроде бы намок. Блин, не угадал с погодой. Так, а ноги, блин. Идя по мху, абсолютно сырые стали. Вон хоть воду выжимай. Так, между нами... Валерий, между нами километры 200 метров. Как слышно? Слышу нормально. Как ты меня? Я очень хорошо слышу. Как там, хоть один гриб видел? Все скрученные, сгнившие, сырые, слякотные. Практически нет. Ну что, конец? Я весь промок, блин. Я в дождь попал, весь промок. Вода в сапогах. Ну что, значит, придешь? Километра нам пока вполне достаточно. Ладно, а потом я по тропе здоровья 2 километра потом схожу. Сейчас возвращаюсь. Больно сыро. Весь промок. Ну ладно, все, отбой. Даже замерз. Обратно по сырому лесу идти. Ялки-моталки. Нифига. Как домой решил пойти? Солнце выглянуло. Блин, а я весь сырой. Не, домой иду. Все, ветровальчик. Ёлки-моталки. Ну, сыроежки есть, конечно, но мы их не собираем. Так. Весь водянистый, рыхлый. Да еще плесень подхватил. Не, оставляем. Слышны голоса. Цивилизация рядом. Сегодня 13 сентября. С грибами дело темное. Может, где-то появлялись. Сейчас их нету. Поэтому с грибами дело темное так и осталось. А рация километр 200 берет четко. Лес-то вообще-то не слабый. Достаточно густой. Сейчас домой покушать. И по дороге. Не пойду потом в лес. И по дороге 2 километра еще проверю. Берет, не берет. Так, ну что, 100 метров до дому. Голоса услышал. Это спортсмены. И в лесу работает. Нифига у нас край леса. Около поселка как оживленно. Представь, Николай Батькович, как ваше здоровье? Поехали на речку съездим. Чем мочиться по лесу, легче по дороге сходить на несколько километров. Проверить, на какую дальность берет рация. Для чистоты эксперимента зайдем в лес. Валерий, прием. Валерий, прием. Выключил или далеко ушел от рации? Как меня слышно? Алло, Сергей, как меня слышишь? Тебя слышу хорошо, но легкий шум появился. А ты за сколько? Но я в лес зашел, и расстояние 2 километра 230 метров. Ну, в общем, когда за Веню, за километр заходил, полегче за километр, но шорох тоже был. Как дальше, так появляется. В общем, хочу еще сказать, оба раза, вот что ты не дозвонился, у меня рация лежала. Сейчас на шкафу лежала, тут внизу, а когда за Веню ходил, у меня на подушке лежала. И ты почему-то не можешь дозваниваться. Когда в руках вертикально держу, говорим нормально. Ну давай снова положи, я перезвоню. Давай. Как меня слышно? Ха-ха. Как меня слышно? Ты у меня пропадал, ты что делал? Ты говорил, давай повторим, я положил на шкаф, ждал тебя, потом взял в руки, щелк твой, услышал и начал говорить с тобой. Ясно, я тебе 2 раза дозванивался, не дозвонился, а потом ты сам мне трубку поднял. Вот так что горизонтально, видишь, лежа, видимо,
не ловишь, что ли? Надо на руках таскать. Ясно. Дальше так дальше. Так, это я не выключаю. Темнеет. Успею. Снова отошел от дороги. Быстро темнеет. Меня слышно? Валерий, меня слышно? Меня слышно? Я тебя совсем не слышу, ты меня, наверное, тоже. Последние слова хорошо слышал. Такой треск большой. А я нормально слышу. Но сейчас, что ты нормально слышишь, я тебя тоже услышал. Треск увеличился больше, конечно. Сейчас. Пропадаешь. Ты на каком расстоянии? 2 километра 640 метров. Вы что, обратно поедешь или вперед еще? Давай съезжу. Худо-бедно, но в принципе слышно тебя. Хе-хе. Когда слышно, когда нет. Меня слышно? Что? Я пропадаю? Да. Ты тоже, когда слышно, когда обрывочно, когда не слышно вообще. Но в лесу приличные сумерки, тут уже грибов не увидишь. Ладно, чуть-чуть схожу еще по дороге. За горкой, вернее за холмом, уже проблематично. Тем более я в лес заходил. Конечно, до моста маловероятно, что достанет. 3 километра 650 метров напрямик. Проверка. Меня слышно? Меня слышно? Ясно, здесь уже никак не берет. Я на мосту 3 километра 600 метров напрямик до тебя. Что-то вяк-вяк, шум, а не берет, это как я понял. Ну ладно, сейчас домой. А то темнеет, будь здоров. Операции по ознакомлению с рацией и просмотром грибов заканчиваем. Ладно, осталось проверить в лесу. 2 километра достаточно или 3 все-таки важнее? В смысле длинную антенну купить. Поживем, увидим. Практика критерий истины.